Ты как моржик. Моржик? Да, у тебя еще носки такие смешные. У тебя еще носки такие смешные, ты как морж. Это я лечебной физкультурой занимаюсь. Поднимаешь ногу вверх, есть лечебная физкультура. Это лечебная физкультура, правда. Все так перевернулось, смешно. Может, отпустит. Вот эта нога, Заля, вот не переставая болит, прикинь. Я всем рассказала про свою болезнь. Кого видела, кого встречала, всем пожаловалась, что у меня все болит. Все болит. Когда, оказывается, ничего не болит, это такое счастье, оказывается. Что такой жалобный взгляд? Ну, потому что у меня все болит. Ты такой смешной, ты такой хороший, прям. Такая лялька. Мяу. Вы все знаете ретро-песни? Потому что мои родители все детство слушали ретро-песни. Хватит сувать мне сосиску прямо в лицо, блин. Ага. Родители слушали ретро-песни, и поэтому я все помню и знаю. Да. Все песни наизусть, да? Да. А вы сами любите ретро-песни? 50 на 50. Смотря какие. Люблю тебя, Дима. Что у нас сегодня на завтрак? Купейки с сосисками. Был сосискалар холодильникта үстүнө атайыны. Мен, короче, решила эрамитметке и завтрак штырга. А Заля бында у нас готовит зожный завтрак. Что фигня? Дур кукей, мне и кого-то. И сосиски я делал, и все, блядь, кукей, блядь. Ну давай, я берем, не окей. Ну давай там одну кукейку, че? Ты же сам сказал, мне и кукей дать. Ты отверживаешься, ты Отверживаюсь. не думал, что у тебя 4, блядь? Анекдот дня для хорошего настроения. Короче, мужик купил джип себе, а там же сзади у него написано, такие буквы стоят, 4×4. Поставил на стоянку возле дома, утром выходит, кто-то нацарапал, равно 16. Мужик психанул, взял машину, поехал в сервис, все отшлифовал, приехал довольный, просыпаясь утром на следующий день, опять то же самое, равно 16. И так продолжалось в течение недели. Мужику все это достало, приехал в автосервис, говорит, ребята, сделайте мне красивый вот такой шлемик, 4×4 равно 16. Ему красиво сделали, он довольный, приехал, утром, вечером поставил машину, выходит утром, и там нацарапано правильно. Так что берегитесь, у кого джип там 4×4. Я могу прийти нацарапать. Нет, я не буду царапать на кто-нибудь. Я могу прийти и нацарапать. Какой-нибудь, кто-нибудь почитает анекдот, прочитай где-нибудь. Мария, скажи, мотивка. Ох ты, смотрите, кто к нам пришел. Привет. Че, соскучился, что ли? Нет. Нет, говорю. Яичко захотел. Яичко захотелся. Мы только что поели. Сейчас пожарим. Привет, привет. Че, как дела? Отлично, у тебя? Да и болею. Вообще все поменялось. Да, вот тебя не было, мы все поменяли. Вот был бы, сразу видел бы. Вообще стильно. Да, прикольно. Короче, да, Реналь очень интересные новости принес. На самом деле, вот когда мы с Реналем работали, да, он мне каждый день приносил свежие новости. Он в курсе всех событий был. И через него я узнавала вообще, что происходит в республике. Все сплетни знала. А сейчас Реналь со мной не работает, и я ничего не знаю. Да, есть такое. Ну, из последнего сейчас что творится, это недавно, получается, на День города я работал с Элвин Греем, снимал ему влог, он презентовал новую песню. Ну, не новую, конечно, Туганьяк, все знают, веселье подтяхивает. Да. Вот, и он ее, получается,
обработал вообще в новом формате. Искусственный интеллект там даже поработал, что-то такое там по музыке, по словам. Они с авторскими правами все порешали. Ну, все очень хорошую сумму заплатили за авторские права. Не знаешь, сколько заплатили? Ну, они не озвучивали, но там очень много, в отличие, сколько обычно это стоит, потому что песня культовая. И получилось так, что я видео снял, красиво все смонтировал, добавили, видео провисело в Ютубе, там, ВКонтакте, ну, буквально пару дней, и просто его удалили со всех площадок за нарушение авторских прав. Они не поняли, что произошло. Кто-то жалобу подал? Да, потом начали выяснять, вот, Элвин Грей пост даже выкатил, и, оказывается, владельцы Барс Медиа, это в Татарстане есть такой, крупная организация, они посчитали, что они все-таки авторы, когда-то там что-то купили, получается, там с переводом были связаны авторские права, но на перевод Элвин Грей говорит, авторские права не действуют. И получилось так, что они ему говорят, если хочешь петь песню, плати 100 миллионов рублей. Интеллектуальная собственность, всегда вот такие, знаешь, вопросы возникают, потому что это нужно в суде доказывать, кто прав, кто виноват, у кого есть, у кого нету. Сейчас будет самый, наверное, громкий суд. Вот. И пока этого суда нет, эту песню никто не может услышать. То есть ее не выпустить не могут. Это видео сейчас вы уже не сможете увидеть. Вот. И получается, такая война начинается на эстраде. Кошмар, Достар. Ждем разборки Барс Медиа и Элвина Грея. Кто же победит? В Башкирии активно начали блогеры рекламировать казино. Да, кстати, мне тоже предлагали. В свое время я сказала, нет, я такое не рекламирую. Потом Риналю предложили. Риналь еще у меня спрашивал, что, говорит, как думаешь, рекламируют казино? Я говорю, не суйся туда. Да, где казино, там нехорошие деньги. Но платят очень хорошо. Да. Суммы за интеграцию где-то там 16 сторисов, 500 000 рублей. Да, они мне даже писали, мы, говорит, любую сумму, какую вы скажете, мы вам, говорит, оплатим. Я говорю, нет. Казино есть казино, это азартные игры. И есть такая болезнь, которая называется лудомания. И в любом случае кто-то подсядет на это казино, если ему раз повезет, два повезет. В конечном счете, мне кажется, казино всегда в выигрыше. Ну, конечно. И получается, ты подсаживаешь своих людей на то, что они теряют деньги. Это, конечно, ответственность каждого, и мы никого не осуждаем за то, что они это рекламируют. Но, тем не менее, мне кажется, существует карма, и в любом случае тебе когда-то прилетит. Да. И что мы наблюдаем в последнее время, многие, кто рекламировал, у них начались проблемы. И что касается блогеров, тоже хочу сказать, то, что вы рекламируете, говорите, высказываетесь, все документируется. Есть специальный отдел, который вплоть до того, что когда вы что сказали, дословно записывается, поэтому... Кто это? Ну, есть такое. А что ты мне раньше не говорил, я просто... Вот, поэтому... Ты это недавно узнал? Да, если вы Офигеть, как они документируют, сидят, они что, все видеозаписи делают? И да, кстати, предупреждение для блогеров. Платите налоги и спите спокойно. На своем опыте говорю, Достар. Мне недавно прилетел очень крупный налог. Выкопали мои старые перечисления, начисления, все проверили, и вообще там за 2022 год откопали, и мне пришла очень крупная сумма. Так что, Достар, открывайте ИП, самозанятость. С вами была передача «Свежие новости» от Риналя. Ждем его через неделю с другими свежими новостями. Пока. Че, и меня ломал, что ли? Бля, ты же мне как братишка уже стал. Ну, как Тимон и Пумба. Тимон и Пумба. Риналь, да, смотри, тебе тоже мед дают. Не поели? Нет, не поели. Так стрёмно получилось. Шубу я тебе закажу. Риналь заказал шубу себе. Да, я все люблю такой. Ну, вот же им. Пушистики. Через неделю тебя жду с новыми новостями. Побольше привези. Если я буду все рассказывать, со мной никто не будет общаться. Но мы имен не будем говорить. Тут, конечно, Риналь на самом деле, Достар, еще круче новости привез. Но не можем рассказать их. Вот так вот. Простите. Давай, пока. Рахмат.
И так, короче, достар, бірге келділер, шторниктар. Мен елге такие историяны сөйлемәнем. Была же такая история. Короче, пришли ко мне шторники, да, и насчитали на 600 тысяч шторы мне. Представляете, я, короче, чуть в обморок не упала. И такая Алина, дизайнерка, и там, Алина, давай мне подешевле найдите. Я им, вот, девчонки, пришли. Надеюсь, вы на 600 тысяч не считаете мне шторы. Да, хотим достарно, очень да, кухняла, ургаттарга. Бында ведь просто тюли стояли и картины. Короче, хотим мы здесь поменять все. Ну, короче, на всех окнах мы хотим поставить новые шторки. Вот. Девчонки говорят, что тюль здесь не нужна. Да? Алина, ты сказала, тюль не нужна? Да. Короче, Дултар, голосуем. Бусинки или вот эти висюшки какие-то. Как они называются? Бахрома. Бахрома. Бахрома или сережки? Или бриллианты. Бахрома или бриллианты? Выбирайте. Мне вот это нравится, бриллианты. Бриллианты? Все женщины любят бриллианты. Да. Ну ладно. Да, прикольно вот это, да. Да, вот это лучше всего. Это что за... Это... По низу вот этого. А, вот так, да? Шьем висюлечки, такие симпатичные. Они на солнышке будут блестеть. Да? Красиво. Это так модно, да? Да. Да? Но это стиль кантри, он тут уместен. Да? Вместе? Хорошо. Стиль кантри у меня будет в кухне, представляете? Муж спит в гостевом домике, у него дом свой есть. У нас гостевой брак. А, кстати, сенсация года, кто не в курсе, Дултар, у башкирской домохозяйки гостевой брак. Почему вы думаете, мы построили гостевой домик? Специально для Альберта. Да шутка. Шутка! Это не шутка. Дултар, кстати, на кыздар этой, они даже торшер своими руками мне сделают. Представляете? Торшер это что такое? Светильник? Довольный. Скажи, кому я приехала? Тупая какая-то. Даже не знаю, что ты хоть торшер. Мне качественную кровать надо. Большую. Чтобы если я же рекламу иногда снимаю, постельные наборы, залазю на кровать и прыгаю. Чтобы я не провалилась. Потому что вот одна икеевская кровать, вот таким образом я провалилась на ней. Да. Инстаграмный мужик. Инстаграмный, Дултар. Очень яркая внешность, инстаграмный мужчина. Делает хорошие кровати. Сама башкирская домохозяйка у него заказывает. И не только кровати делает. Знаете, да? Да. Вы мусульмане, что ли? Ну, есть все дела. Антон и мусульмане? Ну, Это да. как? Ну, вот так. Смесь. И немец еще. И немец? Я так и думала, у него борода. Вы же видели, да? Я так и думала, что у него что-то есть и немецкое такое. Викинг, что-то такое этот. Таблер. Таблер? Это что такое? Фамилия. Таблер фамилия? Фамилия Таблер. Дултар, представляете? А я же училась с немцами. У меня одноклассники были немцы. Раньше много же было. Да, вот, я училась с немцами, но они не такие, как вы, маленького роста были. Ну, не в обиду. Не в обиду. Они были по 2 метра ростом. Такие арийцы широкоплечие. У них женщины тоже такие прям широкоплечие были. Я сама себя большой считаю, да, а они еще здоровее меня. И у них кожа белая-белая. Или они были вот такие рыжие, или белыми-белыми волосами были. А бабушка татарка. Да ты что? Ну да. Это вообще какой-то адский смеситель. Русско-немецкий, башкирский. Да. Смотрите, вот, Достар, вот такая кровать будет. А подожди, а тут смотри, на фотографиях вот так, да, а у меня же стена не такая. Ты мне сказала, тут картина. И цвет тут тоже не будет такой. А, да? Это я показываю вам кровать, как будет. Ага, ладно. А она будет открываться, да, вот туда что-нибудь так ложить? Вот вчера мы обговаривали это. Надо, чтобы... Я думаю, не надо нам. Ты же мне вот эту фотку отправляла. Говоришь, нет. Ну, я хотела чуть-чуть по бордове. Ну, ладно, давай. Не, бордо я не люблю. Бордо что-то мне не нравится. Бордо это вот это, что ли? Нет, тут такой нету, который я хочу. Вот в этой спальне сплю я. Нам цвет страсти не нужен. Тут страстью не пахнет. Тут страстью даже не пахнет. Приглушенные тона нам нужны. А это материал, Антон, хороший? Да. Он прям очень хороший. Ничего он не хороший. Вон там диван у меня из такого материала. Когда лежишь в трусах, Они-то вроде все, на вот взгляд, об тело вот так трется, и он неприятный. на взгляд, они все одинаковые. Но я привез сюда именно на хорошие ткани. Ну уже ладно. более дорогие. Ну ладно тогда.
Да, и все равно тут просто не Смотрите, забудь. помните эту ткань? Не будет Давайте. треться, треться или что-то. Тренер. Итак, короче, достар, здесь мы полностью будем в спальне менять кровать. Я хочу очень красивую такую объемную большую кровать, чтобы 2 больших человека спокойно умещались. Потому что вот эта кровать, она икеевская, она все равно для нас мала, потому что мы с Альбертом 2 крупных человека. Крупнокалиберный. Крупнокалиберные, да. Надо этот, побольше, Антон. Нам надо. Сколько? 1,80 м. 2 на 2? У вас голова такая рыжая. Вот такая. Вообще тупойский матрас, видите, очень этот Он мягкий. мягкий, а мне надо Он жесткий. на пружинах, да? Да, я не знаю, это опять-таки икеевский матрас. А вы хотите от Икеи? Ну сейчас-то нету Ну икеи. все. Ну. Есть Тагер, Антон. Давайте с материалом сразу определимся тогда. Давайте. Вопрос. Материал мне этот нужен, чтобы не вот этот. Он опять-таки вот когда трешься, вот имеется в виду трус, я хочу сказать, вот я лежу, кожа вот соприкасается с этим материалом, она как будто вот синтетика неприятная. Вот. На кровати вы же больно кровать в принципе не трогаете. Ага, да. Ну, Ага. тактильности Не нету. трёмся, да. Не трётесь, в принципе. Ой, блин. Не, а что если разбавить его подушками другим цветом? Вот этот будет поинтереснее, с желтой стеной будет сочетаться вот этот цвет. Вот это? Да. Даже декоративные подушки простые взять, там штук 5 и разбавить его. Тогда подушки с вас, девчонки. Подушки с Тогда вас вот давайте тогда. вот такую ткань. Вот прикольно, да? Тогда подушки вот общему такие мнению сиреневые. Ага. Да, Вот, да. Антон, ладно сказал, надо яркий. А он Ну, не правда же, потому что вот смотришь, у всех вот квартир заходишь, все серое, почему-то мода пошла. Блин, не включать то, что я кутила. Ну, это не заранее надо. Ёпарасы, мен перцовый пластырь жабыстырған. Мен айтам, неше перцовый пластырь өлтіріп яндыра екен тием. Менен башы ты чё, офигел, блин. Мен айтам, не шул қадарым пластырь өлтіріп яндыра тием, блин. Был сиденьені елтқан, блин, кутилотка включать кен. Ты вообще заметил, что я начала помаду использовать? Хочу, короче, сейчас заняться своими зубами, импланты вставлять. Вообще, я, конечно, в начале лета сделала снимок. И такая, все, летом ставлю зубы. И шла я и утиля-китте, все забросила. Я вот такой человек. Когда касается здоровья, я все забрасываю. А когда касается работы, я работаю как вол. У меня работа на первом месте. На втором месте семья. Ой, простите, конечно. Альберт сразу такой. На третьем месте у меня... Магазин огурцов. На третьем месте у меня здоровье, прикиньте. Аделина нам обещала жареную картошку. Мы к ней приехали. Это что, с фаршем, что ли? Нет, просто. А, это лук сгорел? Да. Это, кажется, лук сгорел. А я думала, с фаршем. Ой, Алла, колбасаны от башында этих пиляжей. Так, тут моя квартира, мои правила, здесь можно резать толсто. Вопреки всяким там вашим. Да, и крупно. Че, Илья не приходил? Когда? Вчера? Да кому он нужен? Господи, когда я есть. Почему? Ты не взлюбила Илью? Булгаман ашай келіп отырып алдыла. Почему ты так говоришь? Ты не взлюбила Илью? А зачем нам Илья? Он сейчас нам всю атмосферу попортит. Күлләшә Аделинаны Азалия. Күнләшмәем просто. Нет, ну смотри, вот сейчас он приедет, с ним надо будет сюсюкаться, с ним ему что-то надо будет делать. Господи, зачем? Она ревнует тебя, Аделина. Я знаю. Да? Заметила, да? Она может не переживать. Нормально. Я знаю, что не. У меня полностью на нее фокус. Садимся. О, картошечка Так, готова. тебе Что? достаточно? Это много? Мне тогда дай ее. Не, нормально. Грибы, блин, закончились. Когда я попросила. Я перерыву. А что не сказал? Мы тебе привезли грибы. Ты когда что-то надо, проси. Грибов много там. Короче, приезжали вот как раз позавчера Кто? Илья, Азамат, Айнур. Тебе- Я им готовила картошку. К тебе в гости, что ли? Да. Хоть гостинцы несут, нет? Или их ты кормишь всех этих мужиков, блин? Итак, Азамат, Илья, ну еще кто-то там, Айнур, что ли. Ну, если вы ходите в гости к Аделине, будьте добры,
Полные пакеты продуктов несите сразу. Нечего анда бушкулгады, хельтепкелерге. Ну что так смотришь, Альберт? Ты не права, что ли? А что она их должна кормить, что ли, нам Баша, бля? Давай что-то не будем, что ли? Это моя инициатива была. Ну и что? Зато я говорю, нечего там с пустыми руками цветочками тут ходить. Вместо цветов 2 пакета полные продукты несите. Цветы сейчас не актуальны. Или тебе цветы нужны? Нет. Это? Не нужны цветы ваши, которые завянут за 2-3 дня. Все, знаешь, что начали подписчики писать, когда ты Илью привела домой? Очень много людей написали, типа, он использует Аделину, он делает какие-то запуски, и ему нужен был блогер. Мне так пишут каждый божий день. Да? Вот, все пишут, что он хочет использовать тебя. Вот. Вот так прикинь. Все люди любят использовать. Зачем-то. Все люди на маму познакомилась. Угарная женщина. С мамой Ильи. А, да? Он тебя познакомился? Да ты что? Там вместе поехали, вот эти домики Афрейм же есть, которые вот эти чаны. Там, получается, его родной братик. Короче, Дустар, оказывается, Илья познакомил Аделину с мамой. И чё, как тебе, мама? Классная женщина, смотрит вас. Да ты чё, правда, что ли? Меня смотрят, оказывается. А я в тот раз кое-что сказала, ну ладно, извините, если чё. Что вы сказали? Не скажу. Ты тогда со цветом определишься? А там какие есть? Блин, я не знаю. Я отправлю тебе фотку, какие есть. Только с размером... Ты как шапокляк. Шапокляк. А Заняга не нравится эта шуба. А что прикольная же Аделина? Вообще. Блин, я хочу себе на зиму ее прям. А чё, мне кажется, это твой размер, Аделина? Это же твой размер. Да? Нет, сейчас же оверсайз вот так носит, вообще же круто. Так он тебе оверсайз, а Аделина вообще Ну смотри, гу, со стороны, смотри, гу. Я сейчас тоже морщинки сниму на свету. Она, покажи. У него еще пояс есть. Но мне кажется, вот так вот, если ходить, вообще круто. Вообще кайфую. Я хочу себе черную. Так у Нанейки. Дайте мне померить. Тебе же он не нравился, моя шуба. Она обстремала мою шубку, говорит, тупойский шубка. Я все в твою обстрему, еще и Прада Милана твою подделку обстремала. Чего? Сумку мою. Прада Милана подделка. Дайте померить. Ты реально шапокляк. Вот ты реально шапокляк, действительно. Вот так, да, вот так, да. Ты же обстремала мою шубку, так что снимай. Мне они не нравятся и не надо мне. Забирай, как у Нанейки. Как у Нанейки. Шубка, как у Нанейки. У нее реально же красненькая какая-то. Да? Я говорю, как у Нанейки. Мне нравится, кстати. Мне тоже нравится, вообще прикольненькая. Что-то я постарела. Очень крутая шубка. Ну, пасан да. Адина. Ну нет до конца, что-то там застряло. Ладно, давай все будет. Пойдет Инга. Какая милота. О, ты боже. Нет, это потому что я нагнуться не могу. Ну ты маленькая, язычок он сначала так. Ну, на таком, я дырс белемаганда да Да, а шнурки. зачем же опять? Это шнурки так не А что я опять? Вот, давай.